Не спя ночами варите вы каши, борщи готовите и отправляете туда, где даже письма ночью согревают. На фронт, где ваша помощь так важна, так нужна. Волонтерское движение в Нерюнгринском районе продолжает набирать обороты. Все больше и больше нерюнгринцев вдохновляются идеями добра, служения людям и милосердия. И все чаще такие люди объединяются в различные движения и организации. С первых дней специальной военной операции волонтерские движения Нерюнгринского района ведут активную работу по поддержке земляков, находящихся в зоне боевых действий. Накануне Международного дня добровольца в Нерюнгри прошла встреча волонтеров, которые оказывают неоценимую помощь участникам специальной военной операции, занимаясь сбором средств, формированием и отправкой грузов в зону СВО для земляков. Действительно, в нашем районе волонтерское движение, можно так сказать, с каждым днем приобретает все больше и больше охват, все больше и больше вовлекается население нашего района. Если в самом начале проведения специальной военной операции было порядка 1-2 волонтерских организаций, то сегодня это уже 7, даже 8 волонтерских организаций одновременно работают для фронта, куют победу вместе с нашими солдатами, которые находятся непосредственно в зоне специальной военной операции. И некоторые из наших волонтеров также участвуют и ездят в командировки в зону проведения специальной военной операции, встречаются с нашими военнослужащими. И, как говорится, морально и материально помощью такой волонтерской помогает им приблизить нашу общую победу. Это на самом деле очень важное движение. Я говорил и буду говорить, что только в нашей стране народ и армия едины. Встреча прошла по инициативе движения «Зов Севера», которое с первых дней СВО на регулярной основе проводит сбор и отправку гуманитарной помощи и адресных персональных посылок. Но, тем не менее, работа ведется совместная. Многие нерюнгринцы из разных поселений и предприятий района сдружились и сейчас действуют как одно целое. Идут нога в ногу, чтобы обеспечить бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, по возможности всем необходимым. Мы плетем сети, помогаем ребятам на СВО, мы их прикрываем. Они должны знать, что у них надежный и сильный тыл. Мы плетем сети с 24 марта. Наше движение называется «Дарите добро». Ходят туда, плетут неравнодушные люди. Мы еще, бабушки у нас вяжут носочки и делаем нашлемники. На встрече были представлены окопные свечи, сухие души, индивидуальные перевязочные пакеты, маскировочные нашлемники, антидроновые одеяла, пятиточечники, балаклавы, вязаные носки, пояса из собачьей шерсти, ампульницы, составляющие к дронам, обереги, письма и маскировочные сети. С началом спецоперации, конечно, мы не могли остаться в стороне. Наш колледж, тем более, как я уже сказала, что мы медики, а медики тесно переплетены, к сожалению, порой и с военными действиями. И наш колледж начал принимать самое активное участие. Мы собирали передачи нашим бойцам. Мы участвовали в сборах других сторонних организаций. И одним из направлений нашей деятельности – это, конечно же, плетение сетей, которым мы сейчас занимаемся. Но занимаются не только члены клуба, но и все студенты нашего колледжа. Но это происходит благодаря тому, что руководитель нашего колледжа, конечно, пошел навстречу, увидев, насколько необходима эта помощь нашим ребятам. И мы этим занимаемся и будем продолжать в дальнейшем этим заниматься. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Яко исчезает дым, да исчезну. С
первых месяцев спецоперации вслед за теми, кто верен воинской присяге, на фронт отправляются и те, кто дал иную присягу – присягу Богу. Есть такая избитая фраза «в окопах атеистов нет». В ее истине убедился нерюнгринский священник Василий Марченко, который в начале октября вернулся из очередной командировки в зону проведения специальной военной операции. Его главным оружием, которое помогло ни одному солдату, стала молитва. Посчитал своим долгом быть рядом с бойцами, помогать им духовно, окормлять, потому что люди, которые посмотрели в глаза, они другие, они настоящие. И не зря говорят, что в окопах атеистов нет. Это действительно так. И это не крылатая фраза, это действительно я увидел своими глазами. Я каждый раз, когда приезжал к ребятам, исповедовал, причащал, крестил, раздавал им какие-то там подарки, иконы, и пояса, крестики кого-то. И вместе с этим привозил гуманитарную помощь. И очень часто эта гуманитарная помощь именно с Нерюнгри, именно от наших девчонок, Зов Севера в первую очередь, но также и других волонтерских групп. Сейчас их не буду все перечислять, они у всех на слуху. Ребята всегда благодарили. Самое главное, им надо знать, что у них прикрыты тылы, что их ждут дома, что о них волнуются, что о них знают, что о них помнят. И элементарно, когда приводишь им какое-то письмо даже из дома, они больше радуются, чем какому-то такому большому, дорогому подарку. Поэтому всем хочу передать поклон от наших ребят. И им всегда передаю низкий поклон от наших волонтеров, от наших горожан, от наших жителей Нерюнгринского района. Помощь своим землякам сегодня хотят оказать тысячи людей, вне зависимости от национальности, партийной принадлежности или возраста. И никто сегодня не может остаться в стороне от обычных семей, которые приносят продуктовые наборы и средства личной гигиены в пункты сбора, до предпринимателей и национальных диаспор, жертвующих тонны продуктов и вещей первой необходимости. Для людей на передовой очень важно чувствовать поддержку своих близких, родных, земляков, жителей, каждого жителя нашей страны. Это очень важно, это поднимает дух. Когда солдат в окопах или блиндаже сидит, но он держит в руках хоть маленькое письмо ребенка, которое написано в другом конце, вот здесь на севере, это согревает его душу. Особенно если это письмо со своего сына, у него будет убеждение, что он защищает тыл свой. Он находится на передовой, а за ним тыл. Он не имеет права отступать, он не имеет права струсить. Вот это он будет чувствовать. И также хочу сказать, что не только наш район и город, но и вся наша страна – это монолит многих национальностей. И мы не должны дать повод никому, чтобы хоть кто-то какую-то брешь и трещину нашел, и в эту трещину начал залезть, чтобы нас разъединить. Мое глубокое убеждение, что мы должны усиливать межнациональную, межконфессиональную дружбу и согласие. В этом я убежден, и в этом будет наша сила, и никто тогда нас не сможет преодолеть. Я уверен в этом. Более полугода в Нерюнгринском районе ведет свою деятельность волонтерское движение группы предпринимателей «Возрождение». На данный момент в группе состоят более 70 предпринимателей, которые активно помогают нашим бойцам и откликаются на каждый призыв движения «Зов Севера». За полгода существования движением «Возрождение» были выполнены десятки обращений военнослужащих на общую сумму более 7 миллионов рублей. Рации, квадрокоптеры, профессиональное оборудование, обмундирование, квадроциклы, автомобили – это лишь малая часть того, что было отправлено нерюнгринцам в зону проведения специальной военной операции. Решили быть просто не безучастны. Мы все живем в одной стране, в одной большой, огромной стране, все разных национальностей, но мы все как одна семья, как один кулак. Вот решили тоже внести свой вклад, объединиться предпринимателями, и основать свою группу возрождения. То есть помогать ребятам, которые в принципе находятся в зоне специальной военной операции, то есть которые нуждаются в нашей непосредственно помощи, потому что они там, мы здесь, мы должны, каждый должен, думаю, то есть внести свой вклад. То есть люди сейчас на данный момент объединяются, нас становится больше. И каждый из нас вносит какую-то маленькую, хотя бы капельку помощи, но благодаря нам таким, то есть огромная помощь, то есть
происходит. На нас выходят сами, то есть уже узнали о нашей группе, о возрождении, то есть выходят сами бойцы, ну и делают заявку, то, что им требуется. То есть они пишут видеообращение на нашу группу, что им требуется. Мы, соответственно, начинаем оповещать предпринимателей о сборе средств, то есть выкладываем видео это в группе, чтобы сделать именно, чтобы каждый сделал свой вклад, то есть взнос средств. Непосредственно обрабатываем логистику, закупы и в конечном итоге производим закупку, смотрим на качество товара, соответственно, чтобы он соответствовал всему. Ну и передаем уже непосредственно бойцам в зону проведения спецопераций. То есть они получают, записывают видео, то есть мы все довольны, все счастливы, особенно бойцы там. То есть и каждая заявка обрабатывается нами очень тщательно, то есть постоянно ведем связь с бойцами, чтобы где-то не ошибиться, потому что очень тяжело доставлять туда на самом деле. Ну, вот так, то есть проводим свою работу. Отдельно на встрече было рассказано о работе так называемой полевой кухни, которая варит каши с мясом, изготавливает сублимированные борщи, сушит фрукты и пастилу, делает мясные чипсы. Нерюнгринки твердо убеждены, что на главный зимний праздник бойцам необходимо отправить то, от чего будет веять домашним теплом и заботой. Поэтому в преддверии Нового года было принято решение устроить бойцам на фронте новогодний сюрприз. Нашим ребятам на фронт отправятся подарки. Мы объявили акцию по Нерюнгринскому району. Присоединилось очень много деток, очень много нерюнгринок, хозяек, которые изготавливали пряники, имбирные и медовые пряники. И они будут упакованы в отдельный подарок для наших бойцов, для наших ребят на фронте. Вот. Этот подарок будет содержать письмо, рисунок, письмо «Даст дома», конфетки, шеврон будет идти и пряник. С каждым днем все больше и больше жителей Нерюнгринского района присоединяются к волонтерским движениям, прекрасно понимая, что никто из нас в эти дни не может оставаться в стороне.